16 марта на территории старой части города Гагра неизвестные лица произвели отстрел бездомных собак, которые были привиты и стерилизованы силами волонтеров благотворительного фонда «Багира». 7 раненых собак волонтерам удалось вывести в ветклинике России. Одну из них не удалось спасти. По случаю жестокого убийства животных зоозащитники страны и волонтеры фондов по защите животных «Багира» и «Надежда» выразили свое недовольство. По мнению многих, к такому вопиющему факту привело безответственное отношение хозяев животных, выброшенных на улицу. 16 марта где-то в 11 часов дня мне поступила информация о том, что здесь произошел отстрел собак. Естественно, мы не могли на это не реагировать. Мы приехали сюда. На место были вызваны сразу правоохранительные органы, за что им огромное спасибо. Они пришли и в тот же день приняли заявление. Мы возмущены, конечно, этим фактом, потому что это немалый труд волонтеров. Дело в том, что в основном были отстреляны привитые и чипированные собаки. Наверное, в соцсетях все видели, в каком они состоянии были, как мы их забирали, и с номерным знаком на ушке. Вот это больше всего нас и возмутило. Эту проблему нужно решать в социальном обществе. Именно там кроется эта проблема. То есть пока не завершится цикл, когда люди бросают своих питомцев посреди улицы, то этот вопрос не будет решен. Решать массовым расстрелом – это, вы знаете, как минимум акт вандализма и как максимум это проявление бесчеловечности, бескультуры. Когда-то несколько лет назад у нас на уровне администрации всех городов Абхазии было принято решение о запрете отстрела собак уличных. Но, к сожалению, негласно все это продолжается. Я занимаюсь в Пицунде также стерилизацией уличных собак, пристройством их щенков, если они появляются, и так далее. На протяжении нескольких лет мы вдвоем с еще одной пожилой женщиной занимаемся этим. Но, к сожалению, собаки продолжают пропадать. К этому не причастна администрация Пицунды совершенно точно, но есть некоторые частные лица, которые считают возможным производить уничтожение этих собак. Все это делается якобы для отдыхающих. А вы спросите любого отдыхающего, он доволен или недоволен ситуацией с бездомными животными у нас. Наоборот, отдыхающие переживают, что у нас так много собак, и их тут все гоняют. Никто не боится, наоборот, все очень сочувствуют. И очень много собак у нас отдыхающие забирают, кстати. Но мы отступать не собираемся. С 2018 года в парламенте лежит закон о защите животных, и сейчас мы будем снова направлять сюда обращение. И мы надеемся, что в ближайшую сессию депутаты вынесут его на рассмотрение, и мы будем биться до конца, пока этот закон не будет принят. Мы хотим, чтобы люди платили штрафы за выброшенное животное. Я хотела бы попросить, чтобы государство обратило внимание на государственные клиники, чтобы они по возможности обеспечили хотя бы какие-то лекарственные препараты, да, чтобы люди могли стерилизовать свое животное по какой-то льготной, доступной цене, либо бесплатно, чтобы не было такого количества животных, которые потом нам, волонтерам, непосильно спасать. По данному факту районным управлением внутренних дел проводится доследственная проверка. 16 числа к нам обратилась Саида Отерба по факту того, что кто-то незаконно на территории Гагарского района отстреливал собак. По выявлению лиц, совершивших данное деяние, проверяются все видеокамеры на момент, которые работали. Также практически нами были все опрошены ближайшие и работники парка, и ближайшие жители, которые здесь проживают. То есть пока ведется проверка. Также любой гражданин, который имеет какую-либо информацию по данному происшествию, в любое время может обратиться к нам, в милицию, в управление внутренних дел. По словам руководителя благотворительного фонда по защите животных «Багира» Саида Отерба, в приюте ТОПа, расположенном в селе Сальма, на сегодняшний день содержатся 462 собаки, хотя вольеры предназначены на 100 животных. При содействии администрации Гагарского района в ближайшее время в приюте будут установлены дополнительные вольеры на 70 собак.